Все, друзья, в Якутии лето. Сегодня 8 июня. Жара уже неделю стоит. Все, мы уже полностью ходим по летнему. Сейчас уже время 9 час, вечер. Пытаюсь успеть сделать сегодняшний выпуск, но не могу не записать эту вставку, потому что, как мы знаем, летом зачастую у людей проходят очень важные события. И в моей семье тоже вчера произошло очень важное событие. У моей сестренки двоюродной Иришки была свадьба. Она вышла замуж за Санька. Санек, Ира, Иришка, я очень рад за вас. Вы молодцы, что решились на этот шаг. Не знаю уже сколько лет вы вместе, но на самом деле помню, когда я приехал, лет 5-6, даже не помню, когда последний раз я был-то в деревне. Приезжал, ты меня с Саньком познакомила. Я сразу понял, что он отличный мужик, мне он сразу понравился. Потому что, это было видно. И мне, конечно, тогда было непонятно, как все у вас дальше будет, потому что вы еще молодые были, еще сколько лет впереди. Но на самом деле очень здорово, что ваши чувства проверены временем, что вы действительно сделали этот шаг взвешенно, осознанно, не просто поддаваясь эмоциям. И я уверен, что у вас будет очень-очень крепкая семья. Вы большие молодцы. Поэтому любите друг друга. Я желаю вам, чтобы ваша любовь не угасала, чтобы ваши чувства не угасали, а только крепли с каждым днем, чтобы вам хватало мужества сохранять семью, потому что это действительно большой труд, легко бывает не всегда. Желаю вам счастья, крепкого, детишек. Не знаю, сколько вы там запланировали, но мы хотим племяшек. Давайте, работайте. Раз уж мы такие бестолочи в этом плане, я непосредственно. Ириш, я тебя целую, крепко обнимаю. Санек, тебе жму краба. Береги ее. Ириша, ты береги его. Берегите друг друга. Вот, очень жаль, что я не смог приехать, но, к сожалению, я сейчас вынуждена пропускать все важные события моих друзей, моих родных. Но это все для того, чтобы в будущем иметь всегда возможность при необходимости быть там, где это необходимо. Вот так вот. Сейчас у меня тоже идет тяжелый труд, который, я уверен, не напрасен. Вот, привет всем моим родным. Мама моя там тоже, я знаю, что приехала. Вот всем вам большой-большой привет. Привет всем родным, всему Подгорному, привет. Друзьям, может быть, кто-то меня смотрит, ребятам и девчатам Подгорным тоже. Очень хочу быть сейчас там, хочу быть с вами, но, увы, не получается. Ну и так получилось, что сегодняшнее замечательное событие в нашей семье попало на не совсем соответствующий символический выпуск. Сегодня у нас якутский нож. Наконец-то, многострадальный якутский нож. Сейчас с трудом вообще доделываю его. Не знаю, постараюсь сегодня уже 9 часов почти. Я еще только вот снимаю, чтобы успеть все это добавить. Ну или на крайний случай завтра все сделаю, если сегодня не успею. Начал я его делать в марте и потихоньку, вечерами, по часу, по два ходил в кузню, чтобы снимать подробно все процессы, которые происходят при изготовлении якутского ножа. И наконец-то я его получил, закончил только в мае, на майские праздники. На 5 мая, по-моему, я его забрал наконец-таки. Вот, и теперь у меня есть мой оберег, мой якутский нож. Вот. А так уже через неделю мы уезжаем на Афродиту, и я пропаду. На канале объявляется временный перерыв. Где-то на недельки 3, наверное, получится. Не знаю, что там я успею выложить, не успею. Березка. Вот, ну что, смотрим рождение якутского ножа. Друзья, рад снова вас видеть. Всем привет. Угадайте, где мы. А мы снова пришли в кузню к Александру Дмитриевичу. Будем продолжать делать якутский нож. Я не знаю, какой сегодня процесс. Нам время найти очень сложно, поэтому сегодня вот у нас 20 число. Вот вечерком в 7 часов вечера, только после всех дел смог приехать, после работы. Все, встретились, сейчас будем решать, что мы сегодня будем делать. Ее тут где-то припрятал, да? Давай. Лежит или лежит, ждет, а то сейчас пропадет, я уже к ней привык. Потом шлифовка. Так, это Семен, знакомьтесь, он тоже мастер.
Что там? Убитый, да? Не хочет работать? У нас запасочек много, да? Сейчас мы делаем дол. Круто. Как называется еще раз? Коронка от бурильной установки, да? Вот это. И вот этими коронками точатся вот эти камни, подтачиваются, чтобы нужную форму. А потом камнями мы точим вот такой вот дол делаем. Вот. Дол готов получается, да? Теперь его надо шлифовать. Вот типа А, вот, да? похожие. Это от него так, да? С кусочек взяли? Так. Ну, типа того, да? Ну, другую только. Ага. А как она раскалывается тогда? Ее можно Ну, раскалывать? Да? болгаркой. Такие вот фишечки, кто бы знал. Скоро будем знать все, и вы тоже вместе со мной. Пастукой, в общем, наносит. Так, ну что, шлифовку закончили. Блестит, как зеркало. Прям можно вон. Дальше ручка. 14,5, да, получается? Ровно, ага. Значит, ручка будет 15. Почему 14? А, 14, да, ручка делает? 14 или 14,5. Можно 13. Но не меньше. Не меньше, да, ну все. Несуразно смотреться. Теперь будем делать такую вот штуку. Она называется больстер. Можно сказать, это защита для ручки, чтобы ручка не повреждалась. Заодно обтачиваем хвостовик, чтобы он нормально в ручку вошел. Никель, да? Все время никель используется, да, для этого? Или там не принципиально, что, да, так особо? Не принципиально, но не ржавеет, не чернеет. Вот они заготовочки из березового капа для ручек. Ух ты, тепленькая. Потом заготовки, чтобы не повело, когда будут сохнуть, зажимают в тисках. И где-то ночь они, да, там все стоят. Оказывается, в микроволновке эти брусочки сушатся. Это вот напилили их, да, в микроволновку. В микроволновке они подсохли и в тиски, да? Понятно. Она, если ее переделать, она изнутри гореть начинает. Изнутри прям. А как там определили, сколько надо использовать? Методом тыка. Методом тыка, да? Методом тыка все сделано. Называется это опытным путем. Выбрали мне брусочек из капа для ручки. Хорошенький смотрели, чтобы с узорчиком был нормальным. Вот вроде такой без косячков. Это под хвостовик, да? Так, ну что, дырку просверлили. Так, больше что-нибудь. По секретной методике сверлили. Ну я-то видел, но я никому не расскажу. Не все секреты будем рассказывать, потому что у мастеров у каждого свои методы, которые им не очень хочется открывать всему миру. Что, может, такую квадратную оставим ручку? И все готово, да? Что, времени и так нету, да, все делать? Вот так вот сходу на глаз ровненькая ручка получается. Осталось отшлифовать. Легкий такой вообще кайф. Вот, собственно, почти готов. Сейчас сутки полежит. И завтра мы с ним закончим. Это вот реставрация ножа разведчика. А клинок это настоящий, который был тогда, да, во времена войны. Мощно вообще сидит так в руке. Сегодня еще застал тут в кузне процесс плавки руды в тигельной печи. Крица здесь плавится, да? Крица плавится. Ну там она уже остывает, уже проплавлена. Нужно, чтобы остыла до 800 градусов. Так, ну что, время пришло. Нужная температура дошла.
все равно это я удачно попал. На финал как раз. Ну, это еще только начало. А, начало, да? Ну, что тут еще много работы после этого. Температурная тоже работа, да, именно? Температурная тоже, есть ковка. А-а. Красивая штука. Посуда тигель называется. А, посуда тигель, да? Сам металл, как его обычно называют? И что Если это? получился, то Бул- булат должен быть. Булат, если получился, да? Мгм. Ножны будут из березы. Вот так делаются заготовки для ножен. А потом это все обтачивается по кругу, да, вот так вот, и обтягивается кожей. Оказывается, все просто, ну, в смысле, технологически. Носорога? Древнего? А то аккуратно, я на все ведусь. Ну, даже так. Я думал, сейчас ножницами будешь там обрезать. Зачем? Если есть нож, да, якутский. Вот так вот подгоняется. Так, ножны уже почти готовы, да, говоришь? Это будет внутри, да, вот так вот. Оп. Чик. В общем, вот так это будет где-то возле ножен. А это что за металл-то? Это вот должно быть более крепкий, чем этот, да? А из какого металла эта штука? ХСС Быстрорез. ХСС Быстрорез? Это вот это полотно взято, да, за основу? Нет, дом построил бы, конечно. Это форму придает, получается, да, вот эти штуки? Почти готово. Итак, сегодня день X. Нож почти готов. Сказали, что сейчас пару часиков и смогут мне его вручить. Прошиты ножны. Единственное, что вот без меня сделали вот эту ленту, крепеж на пояс. Ну, заклепка тоже. Оп. То есть сегодня нам осталось укрепить клинок. Здесь будут на нем сделаны специальные зазубрины. Также вот вчера мы делали дополнительный карман для огнива и правила. Правило вот такое вот мы вырезали из кусочка очень крепкой стали. Там есть какая-то пила. Надо еще научиться его обратно заправлять. Там какая-то система специальная. Так вот так. Оп, заматываешь и вставляешь. Хвостик торчит. Клинок, оказывается, тоже уже готов. Вот пропилы сделаны. Сейчас будем его сажать конкретно на клей. Затачиваем. И все. Так. Все? Всё. Ну и финальная пропитка воском. Ну что, все, якутский нож теперь со мной. Такое приятное чувство держать его в руках.
Когда ты видел, как он появляется из заготовки, вот дальше из брусочка появляется ручка, все на твоих глазах, это, конечно, дорогого стоит. Я думаю, хороший оберег у меня получился. Достойный. Александр Дмитриевич его еще обряд произвел соответствующий на нем, как кузнецы делают. То есть получается, что клинок мне сковал Александр Дмитриевич, вот его клеймо, орел, ну, мне похож на дракона. То есть клинок это очень важная часть, составляющая. А Семен мне все остальное делал, он мастер именно вот, ну, по остальному, то есть шлифование, ручки, все, вот он ножны, ну, увидели, как он качественно делает, на самом деле, молодец. Это, ну, смотрите, какая вот идеальная работа, очень хорошая. Меня поражалось, какой простотой он это все делал. Как легко у него все это выходит. Молодец вообще. Семен, спасибо большое. Александр Дмитриевич, спасибо вам большое за мой оберег. Теперь он будет всегда со мной. Ну а пока пойдем покуем. Так, ну что, проверим мой нож на остроту. Если тоненький. Сегодня отличный день получается. Мне сегодня доделали нож. Сейчас я встретил Макса, с которым давно не виделись. Он тоже месяц, наверное, не был в кузне, так как сегодня у нас 3 мая, праздник. Вот целая толпа мастеров собралась здесь в кузне и предложил мне паковать. Он говорит, не хочешь сам паковать? А я от такого не отказываюсь. Сейчас попробуем, мой первый опыт ковки будет самостоятельный. Не знаю, что получится, посмотрим. Сейчас мы будем ставить клеймо. Вот теперь я увидел, как делается клеймо. У каждого мастера свое клеймо. Вот так делается кованый дол. Нормально у меня получилось? Круто. Получается не очень удобно, что молот идет неравномерно, и он такими вот чин-чин волнами. И тут нужно, был бы плоский, было бы проще, там ставишь любое место и бьешь. А тут получается, что нужно, ну, опыт иметь, чтобы знать, в какое место туда вот ставить. А я пока, ну, ловлю туда-сюда, пытаюсь поймать, как лучше, чтобы прямо было. Все, хватит. Чуть-чуть, смотри на меня. Чуть вот так. Ага, да. Поближайся мы вот сюда, да, на себя? Тяжело вот так вот молотом, у ребят тут вообще крепкие мышцы. У меня уже все забилось предплечье. Самому мне все не сделать, Степа мне помогает, подправляет чуть-чуть. Первый раз я сегодня работал на шлифовальном станке. Мне, в принципе, понравилось. Прикольная тема. Все, отшлифовали, теперь осталось закалить. Включаем горн. Уже скоро. Все, да? Давай. Все, давай, пошли. Ниже опустите. Все, хватит. Нормально. Все, теперь ждем. Все, я закалил свой клинок. Что, ножом я пользуюсь уже месяц. Уже подзатупился чуть-чуть. Вот, и, конечно же, я не могу завершить этот выпуск без теста ножа.
от теста по струганию строганины. Долго Чир лежит, ждет. Свеженький, пока его... Ну как свеженький? Ну да, свежемороженый. Пока Чир размораживается, постругаем жеребятину. Надо начать на самом деле. Тут я этот свежий кусок достал. Сегодня замечательный у меня ужин будет. Как раз в такую жару солнышко садится. Якутским ножом это вообще другое дело. И клинок хороший, длинный, ручку так удобно держать. Так, ладно, пока хватит. Ну что, пробуем, пока солнце не село. Итак, я, конечно, не знаток. Я это делаю, наверное, второй раз. Но, тем не менее, я посмотрел, как это делается. Для начала срезается нос. Для того, чтобы он хорошо стоял. Вот так. Теперь надо срезать хребет, все плавники. О, как хорошо идет. О, прям оп. Ух ты, как оно. Да, это другое дело. Оп. Ну, кусок хвоста можно отрезать, как раз проверю, как он хорошо режет. Ох. Ну вообще. Это он затупился. Потренироваться мне было негде. Так что все экспромтом. Берем вот так вот и наматываем. Оп, и все, пошло. Кажется, нормально снимается, наверное. Блин. Не буду с другой стороны снимать, я не купил пленку, чтобы его замотать. Закрыть. Блин, он уже сильно потаял. Кину-ка я его в морозилку. А это вот, смотрите, уже заготовка, которую я сам сделал. Конечно же, финальный вид мне помогли сделать ребята. Но, тем не менее, смотрите. Вот один в один прям. Так что, может быть, я... Дойдут руки, я сделаю. Вот клинок уже готов, в принципе. Его уже закалили, сделали отпуск. Осталось теперь его шлифовать, точить, доводить до такого вида. И, в принципе, из него может получиться тоже какой-нибудь нож неплохой. Ладно, в общем, времени уже нет. Он подтаял, конечно, но сейчас проверим. Ну, поехали. Вот это, конечно, круто. Ну, блин, подтаявший. Но мне осталось уже время почти 10, мне надо быстрее выкладывать. Делать надо еще сейчас. Ну ладно, хватит пока. Так, быстренько снимаем пробу. Если по уму, конечно, нужно соли, перца. Я обычно вот так рядышком делаю. И поехали. Как же это вкусно, вы не представляете. Сейчас зима кончится, уже достать строганину сложно будет. Так что я что, за недельку быстренько съем. И поеду в Гуснеру. Амиконский район, гора Афродита. Там уже, конечно, таких деликатесов мы не поедим. Сегодня ездили, закупались. Тушеночка всякая там. Как вкусно, блин. Это вот красный, это жир. Ну что, вот он красавчик. Уже с ним и в лес. И на природу ездил несколько раз. Прям балдею. Ножны такие. Уже успел потерять. Вот это правило с огнем. Это новые мне уже ребята сделали. Еще раз хочу сказать спасибо Александру Дмитриевичу. Вам за эту возможность получить этот нож и снять все это на видео. Спасибо Семену за то, что так много тоже сделал. Хотел сегодня к нему съездить заточить, но, к сожалению, не был в кузне. Так-то он сказал, что раза 3 подзаточить его, и он будет дальше заточку хорошо держать. Ну что, надеюсь, вам понравилось то, как рождается якутский нож. Я думаю, многие из вас увидели этот процесс впервые, как и я. Теперь, когда будете искать себе, примерно будете представлять, как это все было сделано и как должно быть сделано более качественно. Я просто балдею. Ну все, всем пока, побежал я делать. Блин, время 10, сейчас я быстренько все сделаю
И через час, наверное, выложу в 11. Ждите. Хотя вы меня сейчас не слышите. Все, давайте, пока.